взаимодействие искусства и науки было особенным с самого начала XX века. Научно-технический прогресс вторгся во все стороны жизни. И даже сложилось такое понятие, как индустриальный стиль. Промышленность, строительство, возведение колоссальных объектов интересовало не только физиков, математиков, строителей. Это также интересовало философов, литераторов, социологов. Это время, когда изобразительное искусство наряду с кинематографом обращается к индустриальному стилю. Если говорить о индустриальном стиле в истории абхазского изобразительного искусства, в творчестве которого индустриальный стиль занимает особенное место, это художник Зоя Аджинджел. Работы, которые здесь представлены, Зоя Аджинджел, выполнены в 1960-е годы. Если бы их можно было объединить, эту серию, общим названием, они назывались бы «Мой город», «Мой Ткварчал». Зоя Квашевна в 60-е годы создает целую серию работ, которые посвящает своему родному городу. Ткварчал в это время самый крупный промышленный центр на Кавказе. И здесь мы видим работы, которые созданы в самый период расцвета этого города, куда стекается огромное количество людей, где живут физики, ученые. И вот эта мощь, эта вот энергия такого живого, промышленного, развивающегося города сегодня в творчестве Зои Квашевны является буквально документальным источником такой вот очень хорошего периода в жизни этого города. Почему она обратилась к городу Ткварчал? Потому что она выросла в этом городе. Зоя Квашевна, которая любила рисовать с детства, попадает уже гораздо позже в художественную школу, но все ее детство прошло в Ткварчале. Ее жизнь, конечно, будет связана с изобразительным искусством, но она очень долго думала, какое выбрать направление. И случилась судьбоносная встреча, которая, наверное, в жизни бывает у каждого человека. И Зоя Квашевна встретилась с Багратом Шинкба, который посоветовал ей поступать на графическое отделение. В это время страна испытывала очень большой дефицит кадров, художников-графиков, которые могли бы создавать иллюстрации, которые созвучны литературным произведениям, и тем более читать в оригинале на абхазском языке. Переводов в то время было не так много. Зоя Квашевна принимает такое предложение, и в том же году она поступает. И уже через много лет она выступает художником для издания стихов Баграта Шинкба. Вспоминая этот период, говорит о том, что в тот же год поступили два очень близких для нее друга, ее коллеги Хута Авицба и Чкадуа Юрия. Она говорит, что один поступил на живопись, другой на скульптуру, а сама она на графическое отделение. Она, шутя, говорила о том, что все они втроем смогли освоить целое направление. Увлечение темой своего родного города у Зои Квашевны началось еще в университете. Она выбрала это темой своей дипломной работы и сделала целую серию, которая отражала дни и будни трудового города. Кого-то привлекали пейзажи, кого-то привлекал портретный жанр. Зоя Квашевна признается, что ее всегда тянуло изобразить такую вот промышленную мощь бурно развивающегося города. Ткварчал в 60-е годы достиг своего расцвета. В эти годы в газетах пишут: в 1964 году Ткварчал достиг пика. Здесь проживало около 40 тысяч человек. Большая часть из них была занята добычей угля. В городе работали еще и другие предприятия. Доломитовая фабрика, производство строительных материалов. Это крупнейший промышленный центр на Кавказе, отличался еще редкой живописной красотой. Город с европейской архитектурой окольцованный горами, только одна живописная дорога вела к нему.
Конечно, Зоя Квашевна выбрала для своего такого неисчерпаемого творческого источника город Кварчал. И она создает две работы, которые сегодня здесь представлены. Одна из работ «Смена идет», на которой центральная обогатительная фабрика, которая называлась ЦОВ. Это фабрика, в которой Зое Аджинджел пришлось работать в 60-е годы, когда ей необходима была практика, стаж работы. Именно здесь, на этой фабрике, она впервые поняла ритмы, поняла, как устроено производство. И работа «Смена идет», она как раз о такой вот мощи абсолютно бессменного производства. Мы видим, что сам графический лист, он буквально испещрен, исполосан такими вот железнодорожными путями. И люди поднимаются в гору, к центральную обогатительную фабрику, которая была одним из главных предприятий в городе Ткварчале. Художник совершенно сознательно в этой работе уходит от пейзажа. Здесь исключительно красота и мощь индустриального города. У самого города Ткварчала удивительная архитектура. Так как город был промышленным центром и был основным поставщиком угля для Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны, уже после войны пленные немцы были брошены на строительство города. И, конечно, это западноевропейская архитектура, которая создает совершенно удивительную атмосферу города. И один из таких вот архитектурных объектов, очень интересных по своей вот историко-культурной значимости, по своему строению, это мост, который Зоя Квашевна передает вот в одной из серий этих работ. Оформила более 300 книг, она более 40 лет проработала в издательстве. Ее колоссальный труд, конечно, заслуживает отдельного внимания. Целая серия ее работ хранится в Национальной картинной галерее. Она из тех художников, которые очень требовательны к себе. Работы свои она делает неторопливо и вдумчиво, но они всегда звучат очень широко и громко. Любая ее работа, выставленная на выставке, во все годы ее творчества, всегда становилась интересным художественным событием. Этот выпуск хочется посвятить Зое Квашевне, потому что у нее в этом году юбилей. Пожелать ей здоровья и прекрасного настроения. Еще одна красивая дата у города Ткварчал, тоже юбилейная дата. И тоже хочется ему пожелать процветания и развития.